Над этим генеалогическим древом Решат Черкес работал долгие годы. Мысль сохранить имена предков для своих детей и внуков возникла у Решат Ага еще в детдоме. Максатым unutmasınlar тамырларын. И бір-бірлерін. Çünkü çoğusunu görüşürsün, sorarsan bilmeyler bir-birlerini. В детдом он, как и все крымские татары в то время, попал из-за депортации. Его мама умерла через год после ссылки в марте 1945-го. Еще раньше отец ушел на фронт, и больше семья о нем ничего не слышала. 5 детей остались сиротами. Açlıktan уже şişkene gitmez. Директоры Газин Анвар Абидович pek yaxşı adam edi. Bizim halka pek çok yardım etti o. Onlar benim 2 yaş ifah yapıp детдом aldılar. 12 yaşında mümkün edi уже детдома, 14'te уже almaydılar. 60%'ten eksik değil Tatar balaları edi. O vakti 45-46 yılları pek çok Tatar balaları. Решат Ага родился в 1930 году в селе Молбай в Карасубазарском районе Крыма, хотя корни его с южного берега, села Кучукозень, Малореченская под Алуштой. Но его отца, как сына кулака, преследовали, и семья вынуждена была много переезжать. O vakitteki komünistlerden, yaşlardan, как kulak kuyruğu отцу не давал покоя вместе. И babam mecbur oldu gitmeye ondan. Bir yerde 2-3 yıldan ziyade oturmaya olmaz dedi. Onu опять komünist tapıp начинал ковырять. 6 koy degiştik 11-12 yılın içinde. После детдома в 1952 году Решат Ага решил поступать в Институт архитектуры в Ташкенте, но его не приняли из-за большого конкурса. Волею случая он оказался в ирригационном институте. Ирригационный институт, а я понятия не имею, что такое ирригационный институт. Ну, лишь бы попасть надо было туда. Bir köşesine maketler var. Ekskavatorların maketleri, buldozer, ekskavator, там, земснаряд. Öyle yapıp irrigatör oldum. В своей специальности он достиг немалых успехов. Работал мастером на заводе, 30 лет конструктором в конструкторском бюро. На счету Решата Черкеза более 30 авторских свидетельств на различные сельхозмашины. Больше всего у меня это изобретение по планировщикам. Планировщик земель. Предпосевная планировка земель. С 1964 года по 1981 год, наверное, 1982 год, были планировщики. Это вот высоковольтные эти столбы вот есть, фермы. Вот такого вида планировщик, 18 метров длиной и 2,8 метра шириной ковш. И вот эта вот махина все время крутится и планирует. Но мне удалось сократить его до 9 метров. Но ковш работал уже автоматически. А еще Решат Ага с детства рисует. В студенческие годы своим увлечением он зарабатывал деньги, делая надписи и афиши. В 90-е Решат Черкес хотел устроиться на работу по специальности в институт в Крыму, но его не приняли. Пока benim татар olduğumu anlamayana kadar очень хорошо разговаривал. Конструктор ему нужен был. Когда узнал, что я крымский татар, хорошо, зайдите завтра, мы подумаем. İkinci günü vardım. В общем, конструктор уже не нужен, оказывается. В декабре 1992-го Решат Ага вернулся на родину. Сейчас он живет в селе Шабан-Уба, ароматное Карасу-Базарского района. Своим любимым делом он занимается до сих пор. Что-то изобретает и конструирует для души. Последний патент он получил совсем недавно, в 2018 году.